генофонд планирует семью. Там демография сдвигается к нулю. Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами открываем заседание очередного нашего консервативно-аналитического клуба. Сейчас в последнее время актуальный вопрос у нас в Беларуси, в принципе в России, это вопросы демографии. Ну вот что хотелось бы акцентировать немножко внимание, что как бы ни кляли либералы Иосифа Виссарионовича Сталина, но при нем численность населения увеличилась где-то от 1 300 000 до 1,5 миллиона в год, ну, в среднем. Ну, как мы видим, показатель очень крутой по нашим меркам. И вот та система, которая была введена Сталином, те мероприятия, которые он проводил, они заслуживают достаточно внимательного изучения. Ну и вот нужно сказать, что, допустим, при Борисе Николаевиче Ельцине численность населения уменьшилась на 6,8 миллиона человек. Ну так, для сравнения. То есть при страшном Сталине страна росла, увеличивалась, а при хорошем либеральном Ельцине нация уничтожалась. Безусловно. Да как же иначе? К слову сказать, допустим, немножко отвлекусь, что когда говорят о тиране Сталине, то в самые годы тирании, которые там были репрессии, 1938 год и тому подобное, в абсолютном численности... Население росло, неправильно. Нет, в абсолютной численности и в относительной численности заключенных было меньше, чем при демократии Ельцине. И сажали десятую часть тех, кто при страшном Сталине заключенных было меньше в процентном соотношении, чем в Америке. Сегодня при демократии. Про Америку вообще речи нет. Отметим, во-первых, что мы собрались по календарным датам близко к дню рождения Иосифа Виссарионовича. И сегодня вечером, это вечер католического Рождества у нас в Беларуси. И мы, собственно, хотим акцентировать позитив и в назидание, так сказать, тем, кто сегодня руководит союзным государством, опыт недавних поколений. Вообще надо рассматривать вопрос, почему. Значит, в странах, которые бедные, значит, в странах, в которых вообще нет вот этой либеральной демократии, высокая рождаемость, а в странах, которые пошли по пути Запада, рождаемость падает в ноль практически. Ну, давайте вот отметим еще такую вещь. Значит, тут нету какого-то дихотомного деления, есть динамика. Например, если мы возьмем наш братский Азербайджан, страну развитую, страну с непрерывно растущим благосостоянием, страна, которая поднялась из руин, из разрухи, и, собственно, ну, нам Алиев деньги не платил, не будем тратить время на рекламу Азербайджана. Цифры говорят сами за себя. 7 миллионов населения в 91 году, 10 с лишним сейчас. Вот так. То есть, эти вещи, они комплексные. Все находится в голове. Благосостояние, естественно, не дает никакого прироста населения. Но отсутствие благосостояния – это тоже не благо. Прирост населения дает мудрость, комплексное видение ситуации. Понимаете, тут маленький момент нужно учитывать, что благосостояние – это как инструмент для уменьшения населения. Ведь как Запад говорит, мы должны обеспечить, то есть родители должны обеспечить достойный уровень жизни каждому. А что такое достойный, То есть, никто не знает. чтобы был высокий уровень, надо меньше детей. Чем меньше детей, тем выше уровень жизни у ребенка получается. Но вот наши братские республики, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, они нашли этот алхимический камень. Они смогли вести такую государственную линию, где при непрерывном росте благосостояния стабильный рост населения. Допустим, я иногда так вот смотрю, требования, допустим, вот, пишут там статьи, как Запад относится к вот именно условиям жизни. Вот надо, чтобы на каждого человека в семье было минимум там, допустим,
22 или 25 квадратных метров. Это уже То все есть- борец считать. Нет, вот, понимаете, вот они написали, и все. Тут вопрос. Да. На метрах будут дети или детям будут метры? Ну, так вот, Что будет сначала? Ну, так, То есть я говорю, что смотрите. будет зайка, будет и лужайка, или будет у нас лужайка, а ходить Вот. по ней будут псы и коты вместо деток? Наглядный пример. Вот наш старший товарищ Емельян Николаевич родился в землянке. Да. Квадратные метры, весь лес. Как говорится, хочешь лес. влево, хочешь вправо гуляй, на, поспать в землянке. Вот и все. Да. И вырос. Да. И, как говорится, уважаемый человек стал. Вот, Да, пожалуйста. но в Азербайджане сегодня они живут не в землянках, не в юртах, живут нормально в квартирах. Совсем-совсем многодетных семей, не так много, но 3-4 ребенка в семье это нормально у всех. Люди исходят из того, что они... Все начинается вот с того возраста, с детского садика. Значит, их нужно еще в этом возрасте воспитывать. К сожалению, у нас детские садики, они считаются менее важными, чем школы, тем более, чем высшее образование. Понимаете, школа, она нормально, казалось бы, воспитывает, все, вопросов нет. Но дети-то тоже ползают и в интернете, и где угодно. Вот девушка спела, допустим, песенку, что вот мой парень на Мерседесе, а ты лузер, типа, или как там называют его. Все, и девушки, уже старшеклассницы, они ставят планку. Так, значит, с этими не гуляем, с этими не гуляем. У кого Android, это вообще отстой. Вот надо, чтобы был Apple, к примеру, смартфон. Работать не престижно. Значит, быть сантехником, фу. Да, это уже Значит, сложно. работать на заводе, фу. Там быть электриком, значит, водителем, фу. Что в результате? А в результате ноль. Значит, она или он работать не хочет. Значит, того, что хочет, его просто нет. И естественно, значит, какие дети? Она так и проживет свою жизнь, недовольная жизнью, не выйдя замуж. Значит, и будут искать кого-то там вот с Роллс-Ройсом и так далее. Ну, так, И с яхтой. Николай, смотрите, какая получается в итоге ситуация. И Западу нужно сокращать население планеты, ну, американцы, к примеру. Вот они ввели, то есть вводят вот такие вот стандарты. Вот они незаметно, вот песни сочинили, спели там, как это, Инстасамка тоже там песни на эту тему иногда поет. То есть спели песню, не так втихаря ввели вот этот стандарт. И вот в итоге, допустим, девушки хотят, вот, за программиста хорошо, пойдем. Там еще за кого-то пойдем. Нет, так за кого пойдем? А сколько детей будет с этим Нет, программистом? так- 0,7. Нет, это второй момент. 0,7. А теперь смотрите, вот с такими подходами, ну, девушек там 70%, может 80%, которые ставят в первую очередь финансовое, материальное благо. А вот таких парней или мужчин, которые в состоянии их хотелки обеспечить, ну, их 2-3% может быть, ну, 5%, ладно. Александр Степанович, но по-любому оно к демографии не касается. Нет. А потому что хотелки там не то, чтобы Нет, детей нет, было нет. нормально. Так вот, Хотелки на Мерседес это не Да. хотелки на детей. нет, правильно. Так вот, их хотелки, что вот мы сантехникам, До детей рабочим, просто не водителям, доходит. да, мы им типа и вообще жениться не будем. И вот так они до 30 лет живут, до 35, ждут своего принца, программиста, вот, и потом его не находят, а тут уже и рожать, в принципе, дальше. Уже поздно. Ну, а нашла принца, таки родила одного. Ну и всё. В лучшем случае. То есть, понимаете, вот это вот такое вот медленно, шаг за шагом, меркантильное развитие стороны вопроса, оно, в принципе, ведет именно к тому, что девушки во многом уже ищут себе обеспечение, чтобы было вот мужа найти, сесть на плечи, свесить И ножки, ничего не делать. да, и ничего не делать. А начинается еще. Начинается с того ребеночка в детском садике, который говорит воспитателю, а я скажу, вас уволят. Ну и да, и это Все. тоже То есть уже в таком возрасте мозги начинают заточено именно вот. затачиваться, простите, мне все должны, я не должен ничего. Поэтому здесь, вот, если мы сравним демографию, которая была при Сталине,
и который сейчас получается, что очень большая составляющая именно вопрос идеологии. Вопрос вот, как это, когнитивного воздействия на мозги современной молодежи. Если вот вы сами говорили, что в Азербайджане рожают, как и рожают. Вопрос комплексного видения. Да. Комплексного идеологического видения. И смотрите, товарищи, ну, мы как бы, вы хорошую, так сказать, дали затравку, обрисовали ситуацию. Я немножко скажу слов. Ну, действительно, во-первых, мы будем говорить про прошлые времена и про мудрые решения Осипа Виссарионовича, потому что действительно, вместо того, чтобы изучать супермудрость государственной политики, великих лет становления Великого Союза, да, его колоссальных побед на внешних, на внутреннем фронте, все идет какой-то, значит, там базар, там репрессии, не репрессии, там его культ личности, не личности, там, да, там у него было. Культ личности Сталина делали все, кто делали культ личности Брежнева. Это всякая мразь из непыльно работающей гуманитарной интеллигенции, они всегда найдут, с кого делать культ. Брежневу повесили 5 звезд, а потом стали над ним смеяться, почему у него было 5 звезд. Вы повесили с себя и спрашивают. Вот, но Сталин был крайне далек от культа личности. Известна его беседа с сыном, да, когда там сын в школе что-то подрался, и Сталин ему говорит, ну, известная история, сыну рассказывал. Общительный был человек. Говорит, ну как, я Сталин, я дома порядок наводить. Ты Сталин? Ты не Сталин. Что, я Сталин? Я не Сталин. Подвел к окну. Там плакат стоит, вот, он Сталин, а мы с тобой люди маленькие, веди себя прилично в школе. Вот, действительно, постать Сталина, она объединяла советский народ. Ну, значит, одно было понятно Осипу Виссарионовичу. 2 вещи. Что необходим рост населения. Любой ребенок желанен для страны. Любой ребенок желанен для страны. И что традиционный семейный устрой – это тот путь, по которому должна идти вся советская страна, безусловно, опираясь на наследие Северной Евразии, авраамических религий, как угодно можно называть, да, никто это наследие семейственности, чадолюбия, многочадия не разрушал и не посягал. Да, первое десятилетие советской власти были всякие. И то, что говорят, Сталин не был теоретиком марксизма. Да, он не был теоретиком марксизма, он был практиком государственного строительства. Он ясно говорит в своей работе «Экономические проблемы социализма». Говорит, это марксизм был духовным орудием трудящихся, чтобы свергнуть власть эксплуататоров, построить государство трудящихся. А дальше мы уже будем это государство укреплять и развивать так, как надо. Если взять, скажем, в отношении детской смертности, да, это как бы классический случай. В 50-м году была подана, собственно, личная секретная записка Сталину, тогда секретная, да, что детская смертность в Советском Союзе в 50-м году, это после немножко Великой Отечественной войны, она была почти в 3 раза ниже, чем в 40-м году. Это потрясающий успех, потрясающий, ошеломляющий. Ему должно было уделяться должное внимание на всех форумах, от геополитических форумов, экономических, до медицинских, социально-медицинских форумов. Этот момент вообще игнорируют. Как это удалось, да? Что такое вот нашли на алхимический камень, как из чего-то там варит золото. Ведь это удалось советской власти, советскому государству, да? Вот такой вопрос. Я хочу вам сказать, товарищи, что я лично имею большой аналитический опыт демографии. Я, собственно, возглавлял аналитический отдел жизнезащитной организации, крупнейшей в Беларуси в те годы, «Открытые сердца». Значит, я изучал большую пространную статью, такой Сергей Иванов. Это деятель в отделе народонаселения ООН. Поэтому он довольно откровенно описывает, какой чудесный западный путь. В частности, в этой статье он пишет таблицы, приводит большая подробная статья такая.
достаточно принять государством программы Фонда ООН по планированию рождаемости, и рождаемость будет снижена. То есть она не будет многовекторно продвигаться. У кого слишком много станет меньше, а у кого слишком мало станет больше. Он подчеркивает. Независимо от того, считает ли правительство национальное приоритетом рост населения или, может быть, умерение его роста. В любом случае, как только впускают программу Фонда ООН по планированию семьи, всюду население снижается. Причем оно не просто снижается с больших цифр до маленьких. Там, где они уже минимальные, оно будет снижаться дальше, приводит интересные таблицы. То есть они в открытую говорят, что да. их цель уменьшение населения планеты. Безусловно. Да. Они но- открыто говорят, что их цель Вот уничтожение очень человека. интересна такая фигура, как Сергей Иванов, да, который, значит, вот он десятки лет, его еще с Москвы, значит, готовили в фонд ООН, он у них работает, да, и он, так сказать, вообще типа не вмешивается ни в какую политику. И он так, значит, просто похохатово, вот пишет такой обзор веселый, да, и пишет, что независимо от того, какие национальные приоритеты, в тот момент, когда принимают программы планирования семьи, будет рождаемость снижаться. Это как 100%, да. И я помню название одной из статей, одной из представительниц, значит, тут живущих в Беларуси, Фонда ООН по народонаселению. Чудесное название статьи в середине прошлого десятилетия. Аисту назначат новый маршрут. Мимо Беларуси. В облет. То есть Санкции. белорусы не нужны, они мешают. Аисту санкции, и у него новый маршрут. Дальше будет летать только Белавия, а Аисту уже нет. Пять лет прошли, и стало ясно всем, хотя не все открыто признают. Нельзя с нацизмом заключать тандем, при первой же возможности убьют. Те заразята, что хотели